Ошибки в счетах, претензии к качеству, срыв графика работ по капитальному ремонту. Региональный оператор по капремонтам, а также представитель прокуратуры ответили на вопросы жителей республики в ходе прямой линии в Общественной палате Коми. В этом году по региональной программе обновить планируется более 200 домов. Продолжит Ольга Коняева. Да, вопрос ваш. Вот насчет капитальных домов. Кто должен ремонтировать подъезд? У нас в подъезде ужасные окна, вообще страшные. Заколоченные щели, черные. Не любой ремонт в доме должен быть капитальным. Множество проблем решается с помощью текущего. Например, обновление подъезда не входит в перечень работ по капремонту. Ответственность в таком случае, как и в целом, за содержание общедомового имущества несут собственники и управляющая компания. А если такой нет, то владельцам жилья нужно принять решение, собрать деньги и нанять обслуживающую организацию. Источник используется совершенно другой. Не взносы на капремонт, а расходы на текущее содержание. Такие работы должна выполнять в том числе УПУ, управляющая организация, если она у вас есть. То есть вы можете потребовать с нее их выполнение, если вы видите, что там все пришло в негодность. И если управляющая организация на это никак не реагирует, то через месяц написать обращение в службу стройжилтехнадзора. Что делать, если пришла квитанция на умершего собственника? Предоставить информацию в фонд. Однако платежи, хоть и обезличенно, будут начисляться. Оплатить долг придется наследнику. Собираемость взносов – один из показателей для включения жилого фонда в график. Например, в Ижемском районе должников много, потому и средств хватает всего на пару-тройку домов в год. За все время существования программы, да, у нас с 2015 года, вот по вашему дому наблюдается очень низкая собираемость. То есть, вот вы говорите, я предполагаю, что вы платите в полном объеме, сколько выставляет вам, так? А вот собрано-то всего лишь с ваших 12 квартир за протяжении, получается, 7 лет только 200 тысяч рублей. Вот когда, соответственно, возникает вопрос про проведение капитального ремонта в перспективе в отношении конкретного объекта жилого фонда, да, поверьте мне, то это будет учитываться. То есть, соответственно, у вас там есть злостные неплательщики. Программа капитального ремонта с датами, сроками и адресами домов – это информация открытая. Перечень есть на сайте Минстроя и Фонда капитальных ремонтов. А вот почему уже намеченные работы так и не начали, тут варианты могут быть разные. Например, если известно, что дом планируется признать аварийным. Таких деревяшек в Коми немало. Работа по обследованию ветхого жилья продолжается. Аукционы у нас по этим объектам не состоялись, по Волгоградской 7. Дом никуда не девается, он будет торговаться, но уже со сроком выполнения следующего года. Кроме того, у вас же 12-квартирный, да, это деревянный дом? Так точно. Так точно. И по нему будет, кроме того, проведена работа в рамках проверки на предмет его аварийности. Если мы проведем работы в доме, который потом в перспективе будет признан аварийным, это будут расходы, так скажем, не то что нецелесообразные, они эффективные. В Усинске в связи с капремонтом систем газоснабжения с 3 августа в нескольких домах отключили подачу голубого топлива. Работы не примут, пока газовая служба не попадет в каждую квартиру, чтобы подключить оборудование и подписать договор на обслуживание. Это как минимум еще 2 недели. Поступили и частные вопросы по качеству работ, в которых прокуратура и региональный оператор будут разбираться на месте. Ольга Коняева, Павел Лянмин, телеканал Юрган.